Салимет Сизбе! Здравствуйте! Вы на канале Учим казахский с Ажар. Здесь мы учим казахский легко и понятно. Сегодня мы будем рассматривать такое вопросительное слово, как неге. Неге означает почему или зачем. Этимология происхождения этого слова тюркская. Ну и как обычно мы картинку к этому слову очень сложно подобрать. Вот. Это слово указывает на какую-то причину чего-то. Причину или действия, или какой-то ситуации, или каких-то обстоятельств. То есть указывает на причину. Вот. Ну, происхождение, как мы с вами в каком-то из ранних видео рассматривали, вот слово «не» это указывает на что. Вот. Ну и как обычно мы составляем предложения, начинаем составлять русские предложения, подставляем вместо слова «почему» или «зачем» слово «неге». Например, неге мне нужно заплатить дважды за штраф, к примеру. Потому что мне ответили, потому что первый раз ваш штраф не сел, ну, или не отразился в какой-то базе. Или же неге мы должны после каждого класса сдавать экзамены, спросила у меня дочка. Ну, я говорю, сейчас такое правило, что казахский язык сдают после каждого класса. Раньше экзамены сдавали только те, кто, к примеру, учился, там у него были тройки, и ему приходилось сдавать экзамены. А теперь правила немножко изменились. Вот. Неге нужно составлять, если вы хотите запомнить какое-то слово, неге нужно составлять достаточно большое количество предложений. Как раз-таки для того, чтобы раз и навсегда запомнить именно в процессе применения, когда вы применяете это слово, составляя прям полноценное предложение, именно поэтому оно и запоминается. Многие люди не любят какие-то правила, какие-то законы, не хотят придерживаться каких-то законов и говорят, неге я должен, к примеру, платить налоги, да? Но налоги, если не платить налоги, то на что будет жить государство, на что будут учиться наши дети, получать бесплатное образование, либо на что будут, откуда взять деньги на какие-то социальные мероприятия, вот, на ту же самую медицину или какие-то именно мероприятия, связанные с нуждами народа, вот, и на что вообще будет существовать сама государственная система. Вот. Поэтому, когда люди спрашивают, неге мы должны платить налоги, жизнь такова, что каждый человек должен поддерживать не только себя одного. То есть вот многие люди, наверное, думают, что вот если я наработал на 1 000 000 тенге, я и должен получить 1 000 000 тенге. Но, к сожалению, так не получается. Примерно, по данным, да, примерно где-то человеку достается 1/5 часть. Все остальное уходит на налоги, на транспорт, на какие-то оплату каких-то услуг, которые ему необходимы для того, чтобы работать. Интернет, связь, почта, налоги, еще что-то, закуп материалов и так далее. Вот. Если у кого-то с этим связан бизнес.
Вот, поэтому, когда люди спрашивают, неге я должен платить налоги, это просто говорит о том, что, наверное, он не вполне понимает вообще всю схему экономики, всю схему денег, финансов и бюджета. Вот. У меня доча частенько спрашивает, говорит, ну неге мы должны каждый день ходить в школу. Я говорю, потому что это ваша основная работа. Ага. И это твоя пока что единственная работа, которую ты выполняешь, и ты обязана ее выполнять хорошо. Каждый раз ходить в школу, не пропускать без какой-то существенной причины. Вот. И самое главное, хорошо учиться, получать знания. Вот. Ну, многие, к примеру, спрашивают, неге вышел тот или иной закон, да, но, наверное, под любым законом, в основе каждого, любого закона стоят какие-то объективные причины, какие-то, может быть, результаты, которые выведены там как бы в течение многих лет, да, либо ну, еще какие-то наблюдения, да, вот, и поэтому, когда люди спрашивают, неге нам нужен этот закон, ну, раз он вышел, значит, наверное, он нужен. Вот. Хотя бывает, я читала, что в Соединенных Штатах Америки в каждом штате есть свои законы. И иногда эти законы, ну, такие вообще очень какие-то, имеется в виду локальные, они какие-то, знаете, как в какой-то момент, в какой-то отдельный момент они решали какую-то маленькую проблему, да, но они застряли вот в как бы списке законов, да, и до сих пор нужно придерживаться этих законов, хотя они уже давно потеряли актуальность. Вот. Но это в качестве примера. Я спросила, ну вот, например, многие думают, неге я должен оплачивать проезд, да, ну, извините, ты должен какой-то обмен делать, вот тебя везут, да, ты хотя бы какой-то обмен минимальный то должен сделать, правильно, потому что люди на твой проезд уходит очень много затрат, например, автобусы, бензин, работа водителя, работа контролеров, работа целого штата автопарка, да, вот эти вот закупленные новые автобусы, закупленные вот эти терминалы по оплате, да, вот это все, ну, должно же окупаться, правильно? Вот, и поэтому каждый из нас должен честно оплачивать свой проезд в автобусе. Вот. Ну или в транспорте. Вот. Или, к примеру, говорят, там неге у нас в Казахстане, там, к примеру, мы как бы нефтяное государство, но неге нам приходится покупать бензин там по какой-то цене. Ну, не знаю. Я, честно говоря, не знаю, почему. Это просто в качестве предложения. Вот. Что еще? Доченька у меня спросила, неге ты сегодня, неге сен кеш кельдың, ну, поздно пришла. Кеш – это поздно, кельдың – это пришла. Я ей говорю, извини, пожалуйста, солнышко мое, у меня было очень много работы, я не могла вырваться раньше. Вот таким образом составляйте свои собственные полноценные предложения со словом неге до тех пор, пока вы его на самом деле не запомните до конца своей жизни, на всю жизнь. Вот. Составляйте предложения, применяйте все предыдущие слова, которые мы с вами уже изучали. Старайтесь применять, потому что тренировка
залог профессионализма. Только тренируясь, только используя, только применяя, можно запомнить и начать разговаривать на любом языке. Это касается не только казахского языка. Поэтому спасибо вам большое за то, что продолжаете меня смотреть. Моя цель – это не научить, не дать вам все слова казахского языка. Моя задача – это дать вам, передать вам этот легкий, простой, эффективный способ, с помощью которого вы сможете изучить любой язык. Но я, конечно, обращаю внимание, моя цель – это казахский язык. Поэтому спасибо вам большое за то, что продолжаете меня смотреть. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите мне комментарии. Для меня это очень и очень важно. До новых встреч. Сау болыңыз.